Эксперты Института бюджетно-налоговых исследований при Министерстве финансов Узбекистана проанализировали формирование государственного бюджета в первом полугодии. Так какое же влияние оказал коронавирус на доходы бюджета? К 1 июля доходы госбюджета составили 58,2 триллиона сомов, что на 7,5 триллиона сомов больше аналогичного периода прошлого года. Исследования показали, что основная часть доходов обеспечивается за счет налоговых и таможенных поступлений. Главным образом за счет НДС – налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налога за пользование недрами и акцизного налога. При этом увеличивается удельный вес и неналоговых источников. Несмотря на уменьшение экономической активности и предоставленных налоговых льгот в период коронавируса, поступления налогов за первое полугодие увеличились, составив 45,9 триллиона сомов, что на 6,8 триллиона сомов больше аналогичного периода прошлого года. Так, поступления по налогу на добавленную стоимость за январь-июнь составили 14,3 триллиона сомов, что на 2 триллиона сомов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом поступления НДС, администрируемые налоговыми органами, составили 8,1 триллиона сомов. Свою роль в сборе налога также сыграло повсеместное внедрение электронных счетов фактур. Количество плательщиков НДС в этот период увеличилось. Их количество превысило 105 тысяч. Налоги, администрируемые таможенными органами, составили 7,8 триллиона сомов. Вместе с тем, 1698 юридических лиц получили отсрочку по уплате налогов сроком до 120 дней на сумму 811 миллиардов сомов. Кроме того, поступления по налогу на прибыль за период с января по июнь текущего года увеличились на 5,1 триллиона сомов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 триллиона сомов. В частности, рост 65% объемов поступлений приходится за счет предприятий горнодобывающей промышленности. Касаемо поступлений по налогу на доходы физических лиц, то здесь цифра составляет 7,3 триллиона сомов, то есть на 1,1 триллиона сомов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным фактором, повлиявшим на динамику поступлений по налогу, является рост совокупного фонда оплаты труда и увеличение минимального размера оплаты труда на 18%. Снижение ставки социального налога для предприятий с государственным участием с 25 до 12% также позволило повысить заработную плату работников. Вместе с тем, по предварительной оценке, отмечено уменьшение экономической активности в частном секторе, что привело к снижению поступлений по налогу на доходы физических лиц во втором квартале текущего года, а это более чем 500 миллиардов сомов. Поступления по налогу с оборота составили 630 миллиардов сомов в январе-июне, снизившись на 307 миллиардов сомов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем, из-за ужесточения карантинных ограничений в бюджет недопоступило государственной пошлины на сумму 111 миллиардов сомов, штрафов 38 миллиардов сомов и сборов 147 миллиардов сомов. В этой связи постановлением Кабинета министров Узбекистана в республиканский бюджет были перечислены 50% остатка средств национальной и иностранной валюте, имеющихся по состоянию на 16 апреля текущего года на депозитных счетах в коммерческих банках. Также временно пересмотрены нормативы отчислений в бюджет и во внебюджетные фонды министерств и ведомств. Эти меры позволили мобилизовать средства в первом полугодии текущего года в размере около 260 миллиардов сомов для компенсации потерь поступлений бюджета в связи с распространением коронавирусной инфекции.